Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак. Главы МИД Туркменистана и Таджикистана провели телефонный разговор. Туркменский дзюдоист дебютировал на Олимпиаде в Париже и другие новости. Национальный лидер туркменского народа Курбангулы Бердымухамедов совершил рабочую поездку в город Аркадак и ознакомился с местом, где будет построено предприятие художественного ковроделия. Глава Халк Маслахаты Туркменистана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических норм и озеленения прилегающих территорий комплекса. В ходе визита национальный лидер туркменского народа также ознакомился с чертежами и макетами будущих зданий, планируемых к возведению в рамках второй очереди строительства города Аркадак. В ходе рабочей поездки в город Аркадак национальный лидер туркменского народа провел рабочее совещание, на котором обсуждались ход работ по застройке нового города и вопросы празднования знаменательных дат. На совещании было отмечено, что продукция производственного комплекса Гувлы-Дус, расположенного в Туркменбашинском этапе Балканского вилаята, удостоена 3 международных сертификатов. Хаким города Аркадак Гульшат Мамедова доложила о текущем процессе заселения людей в жилые дома с повышенной комфортностью. Курбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность ответственного подхода к улучшению качества жизни населения и дал ряд поручений по этому вопросу. Город Аркадак – город молодежи и творчества, поэтому в развернувшемся здесь масштабном строительстве необходимо задействовать творческие возможности и новаторские взгляды молодого поколения, сказал председатель Халк Маслахаты. Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов провел телефонный разговор с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сираджиддином Мухриддином, в ходе которого стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Особое внимание стороны уделили организации контактов на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных форумов и встреч. В Московском областном центре охраны материнства и детства произошел уникальный случай. Врачи извлекли пулю из тела новорожденной девочки. Согласно рассказу родителей, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием. Отец, практикуясь в стрельбе на приусадебном участке, случайно попал в живот беременной супруги рикошетом. На момент происшествия срок беременности составлял 30 недель. Незамедлительно обратившись к специалистам, пара узнала, что жизни матери и плода ничего не угрожает. Было решено не прерывать беременность и дождаться естественных родов. Выяснилось, что пуля застряла в подкожных тканях в передней брюшной стенке, не задев внутренние органы. Длительное время перед телевизором может негативно сказаться на здоровье глаз, позвоночника и общем самочувствии. Для сохранения зрения важно соблюдать дистанцию от экрана не менее 3 метров. Комната должна быть освещена дополнительным источником света, чтобы избежать перенапряжения глаз. Просмотр телевизора в полной темноте нежелателен. Правильная поза также играет ключевую роль. Длительное нахождение в неудобном, сгорбленном положении может вызвать боли в спине и шее, а также негативно повлиять на зрение. Сердар Азмун официально стал игроком футбольного клуба «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. 29-летний форвард покинул немецкий Байер 04 из Ливеркузена, где выступал ранее. Об этом сообщила пресс-служба эмиратского клуба. Детали трансфера не разглашаются, однако по информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо сумма сделки составила около 5 миллионов евро. Азмун, имеющий туркменские корни, в прошлом сезоне выступал на правах аренды за итальянскую Рому. В 29 матчах за римский клуб он отметился 3 голами и 4 результативными передачами. Посол Туркменистана в Бельгии Сапар Пальванов провел встречу с директором Королевской бельгийской футбольной ассоциации Петерсом Вильямсом. Дипломатический визит стал важным шагом на пути к установлению официальных отношений между футбольными федерациями двух стран. В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр возможностей для сотрудничества в области футбола. Особое внимание было уделено программам обмена опытом между тренерами и специалистами, направленным на повышение квалификации туркменских футболистов. Туркменский дзюдоист Сердар Рахимов дебютировал на Олимпийских играх в Париже. Во второй соревновательный день он выступил в весовой категории до 66 килограммов. В своем стартовом поединке Сердар победил ангольского спортсмена Эдмилсона Педро. На стадии 1/8 финала Рахимов встретился с представителем Бразилии Вильямом Лимой и уступил ему, завершив выступление на турнире. Датская теннисистка Каролина Возняцки привлекла внимание своей впечатляющей коллекцией значков, среди которых обнаружился флажок Туркменистана. Фотографии коллекции на своей странице поделилась ITF.
Сама Возняцки прокомментировала снимок, выразив гордость за свою коллекцию. Четырехкратная участница Олимпийских игр Возняцки в настоящее время выступает на теннисном турнире Олимпиады 2024 в Париже. Она успешно преодолела первый круг. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.